Уважаемые члены Национального совета, уважаемые приглашенные, уважаемые друзья, разрешите мне вас поздравить сегодня. Наша мечта сбылась, нашу партию зарегистрировали, хотя вам честно скажу, что очень мало политических лидеров Гагаузии в это верили. Но Гагаузская народная партия, Гагаuz Халк партии, на молдавском она называется чуть подлиннее, политик, политик Попорул Гагаuz. 4 буквы П и Г. Народная партия Гагаузии, Гагаuz Халк партии. Поздравляю всех! Спасибо большое. Мы сегодня проводим первый национальный съезд нашей партии. Хочу чуть-чуть затронуть историю, прежде чем мы примем программу. Знаете, наша команда уже делала попытки. В 2012 году, после башкирских выборов, наверняка многие это помнят, мы тогда, в принципе, первые в Гагаузии наметили себе план, чтобы открыть политическую партию. И, в принципе, у нас уже было и название «Единый Буджак», но регистрация партии была очень сложная. Нужно было с 50% районов Республики Молдова собирать учредителей, 4000 учредителей должно было быть. Мы эту работу начали, но когда в других районах слышали, что мы планируем работу в Гагаузии, то есть нашим регионам, то, в принципе, а зачем тогда нам такая партия нужна? И, как говорится, попытка не увенчалась успехом. Вторая попытка уже была чуть позже, еще через 8 лет, где мы, в принципе, планировали уже открытие Гагаузско-болгарской партии. И я скажу, что довольно-таки очень большие дискуссии были нашими, скажу, патриотами, теми людьми, которые участвовали при образовании Гагаузской республики. Потому что это, в принципе, принималось такое, что не совсем хорошо. Почему нам сейчас мы будем объединять гагаузы, болгары, Тараклия, Камрад, и вечные споры будут. Скажу, что эта попытка тоже провалилась. Но пришел день, где мы объединились, и на фундаменте, на базе Народно-патриотического союза «Девлет», при поддержке наших патриотов, Ивана Кольчака, других ребят, которые сегодня здесь есть, мы объединились и провели 3 круглых стола, пригласили политических лидеров Гагаузии. Я скажу, что после первого круглого стола, в принципе, такое было мнение, что Гагаузия объединяется. Фактически все согласны идти вместе, ничего нет такого, чего мы не могли бы не обсудить. Но когда второй круглый стол мы пригласили уже представителей наших гагаузов других партий, я вам скажу, прошел раскол. Потому что представители других партий ни в коем случае не захотели приходить на круглый стол, не захотели ничего слушать, потому что они преданно уже служат тем политформированием, в которые вошли. Фактически ни один человек ни с одной партии не согласился прийти на эту встречу. Третья встреча, третий круглый стол поставил все точки, как говорится, навсегда. Где, в принципе, уже были представители более 15 ячеек, руководители ячеек 15 населенных пунктов Народно-патриотического союза «Девлет», были другие политические лидеры, где мы приняли решение. Ребят, давайте мы сделаем шаг вперед. Давайте мы начнем формировать команду, искать учредителей и открывать гагаузскую партию. Потому что многие наши лидеры, очень многие ждали, что не зарегистрируют. В стране очень тяжелое время, идет политическая борьба. Гагаузия сегодня центр не доверяет. Время такое очень тяжелое. И многие говорили, что мы поддержим, мы вступим в партию, но мы не хотим высвечиваться, потому что это бесполезно, партию не откроют. Лишний раз просто будем иметь какие-то проблемы. Я скажу, что я благодарю вас. Мы собрали за короткое время 1200 человек, которые стали учредителями нашей народной партии Гагаузии, Гагаuz Халк партии. Я скажу, удивились и представители при регистрации, потому что мы только пакет документов забрали и через неделю принесли уже пакет сдачу документов. Скажу, мы очень тщательно работали, та группа, которая была включена в процесс подготовки документов, но несмотря, что провели мы очень хорошую работу, но с первого раза нас не зарегистрировали. Но буду честен, что в некоторых моментах те ошибки, которые были, где, в принципе, нам дали возможность исправить, они были. Какие ошибки?
Мы устав сдали, значит, и на русском языке, и на государственном языке. А нужно было только на государственном языке. Мы когда принимали герб, вот как у нас сегодня вокруг нашей эмблемы, символ, прошу прощения, Гагаузской партии, если было, на гагаузском языке, это тоже нам запретили, потому что должно было быть на молдавском языке. То есть некоторые маленькие шероховатости, которые мы даже не воспринимали как за нарушения, но они были. Второй раз мы сдали документы, и уже честно скажу, что мы уже еле-еле стерпели, чтобы не пойти в инфотак, не пойти в посольство, потому что мы почувствовали, что возможно центральная власть во главе с президентом страны, или парламент, или другие структуры, они где-то начали участвовать, чтобы не дать возможность зарегистрироваться. Но я скажу, прошло еще очень мало времени, нам позвонили, нас пригласили на официальный разговор, где сказали, что партия зарегистрирована. И скажу честно, что после того, когда мы получили положительный ответ, мы поняли, потому что, в принципе, даже перед поездкой третий раз в Кишинев, я в своей страничке написал, что Молдова сдает экзамен на демократию. Вот сейчас посмотрим, все-таки центр пойдет на то, признает, что в Гагаузии есть гагаузская автономия, или же они будут мешать и не дадут возможность открытия нашей национальной партии. Я вам скажу, что я не буду никого хвалить, не буду никого ругать, но факт есть фактом. Демократия все-таки есть. Хоть какая-то, но она есть, и партия наша была зарегистрирована. Мы забрали документы, сдали документы, получили уже пакет полностью документов, заказали печать, уже и печать готова, да, Ваня? Да, печать готова. Буквально в понедельник мы пойдем в банк для открытия счета, и можно сказать, уже говорить открыто, что Гагаузская народная партия начала свою работу. Хочу остановиться еще на двух моментах и предоставить слово моим коллегам, чтобы они тоже выступили с приветственной речью. Уважаемые друзья, с первой минуты я хочу сказать основное, чтобы каждый человек, который вступает в нашу партию, те, которые нас поддерживают, отлично понимали и знали, что мы перед собой ставим цель работы нашей партии на территории Гагаузии. Мы не будем лезть в Чимишлийский район, Львовский район, Кагульский район. Нам нечего учить их, как жить, какие законы там принимать. Мы будем работать в нашей территории. Дополнительно в той территории, проходите, пожалуйста, в той территории, там, где есть наши жители, гагаузы или выходцы из Гагаузии, потому что очень много людей, русскоязычных людей, это не важно, русские, украинцы, евреи, цыгане, не важно, любой национальности, те, которые в Гагаузии жили, или же наши семьи смешанные, они любят Гагаузию, поверьте мне, что они очень любят. Мне очень много звонков идет с Республики Молдова, с Кишинева, с других районов, где говорят, браво, хорошо, мы будем поддерживать. И не важно, это Оксни, Окница, Кагул или Бельцы или другие города, но люди готовы поддержать. Но мы проведем свою работу в Кишиневе, где есть община гагаузов, мы проведем свою работу в Приднестровье, где у нас есть много гагаузов, конечно, в России, где есть гагаузская диаспора, в Турции, где есть гагаузская диаспора, и, естественно, наша Европа. То есть план работы со всеми жителями Гагаузии, выходцами Гагаузии и всех тех людей, которые готовы нас поддержать. Это первое. Второе, которое вы отлично должны знать, и я думаю, что все с этим согласятся, что мы признаем, и мы будем работать, что Гагаузия – это неотъемлемая часть Республики Молдова. Наша родина Республика Молдова. Мы не сепаратисты, мы не националисты, мы не продвигаем идею отделения Гагаузии от Молдовы, потому что признаем, что Республика Молдова – это наша родина. Мы будем делать все возможное, чтобы наша маленькая родина Гагаузия укреплялась. Мы будем находить общий язык с любой властью, неважно какая власть в стране. Потому что сегодня образовался такой коллапс. Никто с кем не говорит, все на друг друга обижены, никто ничего не решает, а как дальше жить. Поэтому мы ставим перед собой цель, неважно кто в руководстве, кто не в руководстве, значит, работать. Любым башканам Гагаузии мы должны приходить, и башкан должен выслушивать и в принципе поддерживать. Мы будем доказывать, что мы будем выдвигать правильные законы, правильные дела и с народным собранием, и с парламентом, и с правительством, и президентом.
Я скажу, что мне один раз удалось за долгое время все-таки попасть, как говорится, президенту страны. Перед 30-летием Гагаузии формировалась группа, которая встречалась с руководством страны. И я тоже поехал туда вместе с своим коллегам, депутатом с Баурче, с Каданом. И я скажу, что вот как вы, там было человек 30-40, и все руководство страны. Я поднял руку и выступил. И сказал, я никогда вас не поддерживал и не поддерживаю. Но вы сегодня есть власть Республики Молдова. Я пришел вам задать сегодня конкретный вопрос. Потому что я слышал, что они выступают, что они много денег нам дают. И они дают и в другие районы, и дороги в других районах делаются. И я сказал, что нам нужна политическая поддержка. Нам нужно, чтобы был принят в парламенте закон о открытии региональных партий. Чтобы мы могли открыть региональную партию. И мы получили тогда ответ, что в стране упрощена регистрация партий. Что можно регистрироваться только учредители, например, только с Гагаузии, 1000 человек, не бегать по другим районам, и, пожалуйста, открывать не региональную, а республиканскую партию. Конечно, это нас устроило. Я дополнительно поднял вопрос, что прохождение 5% для Гагаузии будет очень сложно. Где, в принципе, все руководство взяло под карандаш, что давайте предлагать идеи. Я вам скажу, что идеи есть в соседней Румынии. Но при том, что вы знаете, что в Румынии есть очень много венгров. Трансильвания, это все венгры там живут. Но автономии там нету. Но у них есть своя партия давно. И они всегда баллотируются в парламент. Если их партия проходит, она играет главную роль между правым и левым. Практически она решает судьбу страны. Но если не проходит, срабатывает второй закон. У них есть квота. Квота конкретно на эту территорию. Не прошли, то есть определенное количество людей в парламент. То, что и мы тоже будем готовить закон. Наша партия будет участвовать на парламентских выборах, но мы тут же будем выступать за квоту. Что если мы не прошли парламент, что Гагаузия имела квоту по численности населения, у нас получается 4,5 мандата. Ну, пускай будет 4. 5. Чтобы... 5, да? 5. Соглашусь, пускай будет 5. Над этим вопросом тоже будем работать. Я поднимал следующие вопросы, что как может быть автономия, если забрали налоговую инспекцию? Как развиваться? Знаете, я получил ответ. Ответ на услышанный всем. В жесткой форме был ответ. А как вам отдавать налоговую, если Шор уже забрал все, вы хотите, что Шор забрал еще и налоговую, все ваши деньги? Конечно, мне ответ не понравился. Шор есть Шор, а Гагаузия есть Гагаузия. Гагаузия это не только Шор, да. Поэтому мы должны над тем работать, чтобы возвращать наши деконцентрированные службы, силовые структуры и все остальное. Но из этой встречи я самое главное взял одно, которое, собравшись в своем кругу, мы наметили себе, что идем открывать Гагаузскую партию. И пускай попробуют после того, когда я задавал открытый вопрос присутствию всего руководства страны, нас не зарегистрируют. Мы тут же пойдем и в посольство, и российскую, и турецкую, и американскую, европейскую, неважно, во все международные организации. Поднимем очень большой шум. Наверняка это тоже сподвигло тому, что нас никто не остановил. Сегодня партия открыта и дается возможность впервые начинать защищать свои интересы. То есть самим гагаузам, самим жителям Гагаузии защищать свои интересы. Нам больше не надо будет посредников. У нас же получается так, что 30 лет назад образовалась Гагаузская автономия, да, была Гагаузская республика, мы пошли на компромисс, ну, вы все помните, что хоть говорят, что крови не было, но была и кровь, были и ребята, которые погибли, приезде президента и Турции, ну, в конце концов, получив автономию, я вам скажу, Гагаузия сразу пошла по неправильному пути, потому что тут же в Гагаузии ворвались молдавские республиканские партии, которые нас раскололи. Коммунисты, социалисты, демократы, другие, сегодня Шор, вчера Филат, не знаю кто. И Гагаузия раздроблена, и мы все время ругаемся между собой. И наши вопросы мы делегируем, чтобы они решали. Вот есть вопросы Гагаузии. Мы какой-то партии, но сегодня, как бы большинство здесь есть представители Шора, вот делегируем, что Шор пускай пойдет решит гагаузские вопросы. А как он будет решать гагаузские вопросы, если его даже близко даже не воспринимают? Его не принимают где? У него больше проблем, чем у нас, и он будет решать наши вопросы. Конечно, в дальнейшем, без всяких посредников, мы открыли партию, и мы будем решать свои вопросы. Следующий момент, который люди, в принципе, я приветствую, когда находится кто-то, неважно какая партия, но какие-то социальные программы делаете, наши люди получают какие-то средства, да, для зимний период или социальную помощь. Но я вам скажу, что
там где-то социальную помощь не получают, почему они должны получать и нам передавать? Так мы сами открыто можем получать. Мы же знаем, что это поддержка, эти средства не их, они получают. И знаем откуда у наших же друзей. Поэтому мы ставим себе план в дальнейшем, что все вопросы, касающиеся нашего региона, решать самим. Поэтому на будущих парламентских выборах участвовать будем. Потом идут выборы в народное собрание, местные выборы. То есть на всех выборах мы будем участвовать в своей команде. Поэтому это первый национальный совет. Но мы даем старт, принимаем программу сегодня на 3 месяца, на 1 квартал, план работы и начинаем формировать большую команду. Я открыто с этой трибуны присутствую всех, сегодня могу сказать. Первые выборы, парламентские выборы. Мы приглашаем всех лидеров Гагаузии, всех наших политических лидеров, пускай они идут и знают, что мы предоставим им место в списках нашей партии именно в первой шестерке всех политических лидеров. Мы не будем, как говорится, отделяться, все тянуть одеяло на себя. Мы Гагаузия, мы приветствуем всех. Пожалуйста, давайте вместе с нами объединяем Гагаузию. Потому что у нас раскол идет, когда начинаем делить власть. Тут же открыто скажу, что 2 года уже прошло, скоро у нас и башкирские выборы. А та ситуация, которая у нас в стране, а возможно они могут быть и раньше, уже все время идут судебное разбирательство с Башканом, кто знает, чем это закончится. Поэтому мы должны готовиться. Но сейчас, начинав готовиться и на башкирские выборы, я политик уже 20-летним стажем скажу одно. Мы будем готовить молодежь. Мы сегодня приглашаем снова же все политические силы. Давайте объединимся и выберем нового человека, свежего, но грамотного человека. Не с улицы, а человека с образованием, что мог прийти и начать работать. Человек, который будет жить в Гагаузии, а не будет каждый день ехать в Кишинев обратно. Человек, который уже работал в структурах государственных, парламенте, правительстве, неважно, но человек, который умеет работать. Потому что у нас получается так. Я еще 1 минуту займу. Мне очень понравилось. Я помню на каких-то выборах в каком-то селе, по-моему, Гайдарах, мне вот колхозники встречу делали на природе, ну, как говорится, на виноградниках. И мне люди говорят: Николай Харламович, ну как у нас получается? Вот что-то в мире изменился. Вот раньше для того, чтобы стать председателем колхоза, нужно было пройти степень. Сначала ты разнорабочий, потом звеневой, потом бригадир, а потом ты будешь председателем. А тут, говорит, только появился, сразу хочешь председателем. Развалит колхоз. То же самое у нас в Гагаузии. Только появились и все башканам. Поэтому будем подготавливать, будем учить. Я еще раз благодарю всех. Я предоставлю слово своим коллегам выступить с приветствием. Ну, а потом мы примем план работы на 3 месяца, который мы вам предложим. Я хочу предоставить слово первому заместителю председателя Гагаузской народной партии Ивану Федоровичу Кольчуку. Пожалуйста. Добрый день, друзья. Я поздравляю вас с этим знаменательным событием. Вот я вчера долгое время не спал и оценивал ситуацию. Вы знаете, что создание Гагаузской партии по значимости это 2-е событие после Гагаузской республики. Вот когда мы создали Гагаузскую республику и создав Гагаузскую партию, это почти по значимости одинаковые. На весы ставить. Да, поставить на весы, да, это очень важно. Очень самое важное, что за 30 лет вот мы сегодня создали Гагаузскую партию. Слава Боженьке, слава всему этому, то, что у нас получилось. Нам, именно вам, каждый, который болеет за Гагаузию, который мы именно поняли, что нам партия необходима, и мы это сделали. И сделали мы ее для чего? А сделали мы, нам просто необходимость этой партии нам показала 30-летняя практика. 30 лет на территории автономии очень хорошо уселись республиканские и молдавские партии. 30 лет унижают, используют и обманывают наш народ. Сегодня они здесь. Сегодня в Республике Молдова имеется более 80 партий политических. Можете себе представить, более 80 партий
в программах, в уставах которых о Гагаузии не сказано ни одного слова. 10 из этих партий находятся у нас в Гагаузии. Спрашиваем, для чего? Для чего Голоса. вы здесь? А для того, чтобы не позволить гагаузскому народу объединиться. Для них это самое страшное. Объединение гагаузского народа для них подобие смерти. Это у нас было 30 лет назад, когда у нас была Гагаузская республика. Мы был единый монолит, гагаузский народ. Они знают, что такое. Нельзя допускать, чтобы гагаузы объединились. И все до сих пор они это делают. Дело в том, что вы видите прекрасно. Сегодня на территории автономии открыты очень много представительств республиканских партий, которые, используя резерв Гагаузии, голоса гагаузского народа, делают свои личные интересы. И также пример, опять же скажу вам, покажу. Народное собрание. Это наш позор. Это наш позор. В Народном собрании почему так? Потому что сидят представители всех республиканских партий. Гагаузы, да, жители автономии, но представляющие молдавские партии, не позволяющие быть единым Гагаузии. И это их устраивает, это их задача. Поэтому наша задача сконсолидировать весь гагаузский народ, объяснить гагаузскому народу, каждому жителю автономии, что в Молдове существует только одна партия. Это Гагаузская народная партия, которая будет щитом автономии, щитом каждого жителя нашей автономии. Сегодня, естественно, вот как Николай Храмович сказал, что объявили, что наша партия работает на территории нашей автономии, в пределах наших границ. Я думаю, что услышали очень много руководителей республиканских партий, что, господа, пришло время вам сворачиваться. Я думаю, что очень правильно будет, если вот с завтрашнего дня начнут закрываться ихние офисы, которые находятся на территории автономии. Это будет жест такой доброй воли, будет нормально, по-дружески, да, что территория автономии принадлежит гагаузскому народу. Я хочу ваше внимание уделить нашему символу. Все прекрасно знают, наш символ — это волк. И все прекрасно знают, это благородное животное. Волки всегда охраняют свою территорию. И делают для этого все, чтобы никто на нее не базарился. Мы волки. Волки всегда уважали своих старых вожаков, сородичей. Молодежь защищает. Поэтому и наша политическая партия также будет защищать своих жителей, стариков, нашу молодежь. Самое, что я хочу сказать вам сегодня, мы должны осознать, что именно только в единстве мы будем силой. Я вам скажу, что у нас на территории Гагаузии не только политические молдавские партии находятся, но у нас еще есть и общественные движения с очень громкими названиями, такое как «Патриоты Гагаузии». Председателем этого движения считает сегодняшний день Бузаджи Петр Ильич. Это общественно. Да, конечно. Общественно, да. Но я вам что хочу сказать, что общественное движение, да, с таким названием «Гагаузы патриотов», «Патриоты Гагаузии». 2 месяца назад, вы знаете, что когда мы проводили наши круглые столы,
сам Петр Ильич был, мы приглашали его на съезд, что мы вольемся в единую партию, будем вместе, но получив указание, я прошу прощения, от своего босса, никаких вступлений нет. Но я вам скажу больше еще, что первый заместитель нашего Башкана Илья Семенович Узун заявил, что лидер патриотов Гагаузии является Илан Шор. Ребят, ради Бога, это ваши, это их проблемы. Я к тому говорю, что на сегодняшний момент у нас на нашей территории, смотрю, сидят два блока. Это блок Альтернатива, блок Победа. Это уже, в принципе, где-то около 7 партий. И плюс ко всему, это Инима Молдовы, госпожа Влак, это будущее Молдовы, господин Тарлев, и, естественно, социалисты, господин Дадон. Я бы хотел сегодня обратиться к этим господам всем, чтобы вы просто, чтобы правильно нас поняли они. Что, господа, гагаузская автономия – это наш народ и под нашим покровительством. Мы вас уважаем, но также просим вас просто-навсего покинуть территорию автономии. Ребят, мы сделаем все, в любом случае мы это сделаем. Мы сегодня будем приходить в каждый дом. Мы откроем свои населенные пункты, откроем свои партийные ячейки. Будем встречаться с каждым человеком. 2, 3, 5, без разницы. Мы сделаем 1000 встреч. Мы достучимся до каждого жителя автономии. Мы объясним всем, что только гагаузская партия может стать лидером Гагаузии. Только гагаузская партия может собрать людей вокруг Гагаузии, вокруг нашей автономии. И один маленький момент тоже не могу не сказать, потому что это у меня наболело, я этим просто живу. Сегодня очень много даже жителей автономии, гагаузы по национальности, ходят и опять же агитируют наших жителей, чтобы поддержать ту или иную молдавскую республиканскую партию. Господа, я что хочу сказать, что ни один гагауз, ни один житель автономии не может позволить себе агитировать за кого-то, за какие-то другие партии. Но агитируют за деньги. Ну, тут уже с Гагаузией ничего этих не связывает людей, там только личный интерес. Чтобы вы поняли правильно, что да, будут приходить, будут предлагать, будут давать. Почему? Чтобы дальше продолжать свое дело. Не дать консолидации нашего общества, не дать консолидации гагаузскому народу. Сегодня я вас еще раз благодарю, что мы сделали великое дело, создавши свою партию. И у нас еще очень много дел впереди. Всем дай Бог здоровья. Мы вместе добьемся своих целей. Спасибо вам большое. Спасибо, Иван Федорович. Пожалуйста. Карл Григорьевич, ну хорошо. Вот вчера в Абдарбе партия Мария Санду агитировали народ. Они хотят у нас Гагаузию забрать. Все хотят забрать. А нам как вот дышать дальше. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот дышать как нам. Спасибо за вопрос. Значит, уважаемые друзья, чтобы сразу стало ясно. Ну, Иван Федорович немножко жестковато говорил, но правильно говорил. Мы сегодня, наш девиз, мы не против кого-то,
но мы за Гагаузию. Мы не собираемся пачкать кого-то, грязью обливать. Это не должен быть. Мы только образовываемся, ставим перед собой цель. Мы говорим про Гагаузию, мы должны объяснить нашим гагаузам, что именно наша партия освободит Гагаузию от всех политических партий, которые приходят. Естественно, что мы сегодня категорически против власти, которая есть в Республике Молдова, то есть против президента, председателя парламента, против правительства, но мы отлично понимаем, что это руководство страны, и нам в дальнейшем нужно работать. Они есть, мы должны работать. Но те высказывания, которые вы сказали, что кто-то пришел против гагаузского языка, ну, я скажу, не получилось ни у кого, не получит и этим властям, если у них такие цели есть. Хотя я знаю наоборот, что они хотят продвигать гагаузский язык, поэтому они приезжают сюда. Но наша команда, наша партия первым ставит в своей программе именно развитие нашего национального гагаузского языка. Мы не должны потерять свою культуру, мы не должны потерять свои традиции, но в первую очередь свой язык. Поэтому с этим вопросом будем работать и будем встречаться. Если нужно, и с тем же самым, ну, хоть 10 раз, хоть 100 раз, но мы объясним. Мы являемся частичкой Республики Молдова, но принят закон. Мы автономия, и своей автономии у нас есть свой парламент, народное собрание, и мы имеем право принимать свои законы, которые работают на территории Гагаузии. Гагаузия никогда не могла защищать себя, потому что нас разорвали по частям. Поэтому, объединившись, эти вопросы будем решать. Уважаемые друзья, я хочу передать большой привет еще от двух наших заместителей. Анна Харламенко, бывший председатель Народного собрания, только вышла с больницы, очень переболела, пневмония, поэтому она передала всем большой привет. Она не может сегодня явиться, потому что только после болезни. Но следующее собрание обязательно будет. Также хочу... Также хочу передать привет от еще одного нашего заместителя по молодежной работе, Ивана Икизле. Ну, Иваня, мы его тоже поздравим. Он очередной раз выиграл чемпионат Молдовы по вольной борьбе. Сейчас находится в Грузии на спортивных сборах. И в апреле будет защищать честь и Гагаузии, и Республики Молдова на чемпионате Европы среди взрослых в Словакии, в Братиславе. Тоже поздравляю его. Хочу предоставить слово заместителю Народно-гагаузской партии Киндиглян Николай Георгиевич. Пожалуйста. Заман Хаеролсон. Всем добрый день. Сегодня очень было патриотично, искренно все это было сказано, но я почему-то подумал вот о чем. Что вот на буджакской земле мы гагаузы, наши прадеды, поколения, не одно поколение жили, трудолюбивый, патриотичный, гордый, мужественный гагаузский народ. Все мечтали о том, что вот наступит время, когда вот будет такое сильное единение, объединение вот, в лице партии. И вот то, что создана наша гагаузская народная партия, это даже не в том, что впервые за 1000 лет, а впервые за те поколения, которые существовало гагаузский народ. И это очень прекрасно, это очень сильно. Наконец-то впервые мы, гагаузы, имеем возможность объединиться и высказать свое слово, высказать свои чаяния и так далее. И все это благодаря лидеру, потому что в любом народе, в любой национальности есть лидер. Мы сталкивались с вами в том, что много было псевдолидеров. Да? Вот даже взять на последних парламентских выборах, мы видим, что сразу появлялись псевдолидеры, которые, не живя в Гагаузии, рвали рубаху на груди, что вот именно они, там, патриоты и так далее. Но без всякой лести, единственный человек у нашей Гагаузии, это Дудогла Николай Харлампиевич, который здесь всегда был, есть, и он будет всегда отстаивал чаяние именно... отстаивал чаяния, интересы нашего гагаузского народа. И в итоге мы что имеем? Мы имеем в том, что... были партии, да, которые нас болванили, и мы за них голосовали, и мы прошли через этот тернистый путь. Да, мы давали более 90% за коммунистов, мы давали более 90% за социалистов, вот все чужие партии. И последнее, когда появилась
партия так называемая ШОР и так далее, то же самое. Мы почему-то поверили, потому что нам говорили, ласкали наши уши. Вот. И в итоге мы сталкивались с тем, что нас постоянно имели. То есть мы всегда почему-то оставались за бортом. Вот. И сейчас, в самом деле, благодаря Николаю Харлампиевичу, вот, благодаря команде, благодаря настоящим патриотам, создана у нас в Молдове, у нас в Гагаузии, создана Народная Гагаузская партия, где руководителем является Дудогла Николай Харлампиевич. Пользуясь случаем, я хочу, Николай Харлампиевич, я хочу вам сказать спасибо за это мужество, за то, что вы есть, за то, что вы объединяете нас, за то, что вы болеете за нашу Гагаузию, именно за то, что вы создали предпосылки в том, что у нас будет прекрасное благополучие нас, гагаузов, и процветание гагаузов, гагаузьерей во главе Молдовы. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо. Я хочу сказать, дорогие, я хочу сказать, что вы представляете, какое совпадение, да? Вот мы все знаем, поздравляли Николая Харлампиевича, 13 числа было день рождения, вот. И вот это Божие благословение в том, что вот именно ко дню рождения такой подарок есть наша гагаузская партия. Поэтому, друзья мои, давайте аплодисментами поздравим Николая Харлампиевича с днем рождения. Пожелаем вам, Николай Харлампиевич, крепкого здоровья. Мы вами гордимся тем, что вы есть, и в том, что все будет прекрасно, созидательно под вашим руководством, потому что вы создали, есть команду, которая она есть. И пользуясь случаем, я хочу, давайте мы все друг друга поздравим с созданием Гагаузской партии. Аплодисментами мы все поздравляем друг друга. Спасибо, Николай. Да, вам спасибо. Я хочу еще вкратце сказать, что дорогие коллеги, дорогие единомышленники, дорогие гагаузы, это сейчас у нас в руках будущее каждого из нас, будущее наших семей, будущее нашей Гагаузии. Впервые у нас есть возможность в том, чтобы кардинально поменять ситуацию в каждой семье, гагаузской семье, в нашей Гагаузии. И этим мы должны воспользоваться, этим мы воспользуемся, и этим мы не упустим. Почему? Потому что, повторюсь, потому что у нас есть лидер, есть председатель Николай Харлампиевич, потому что есть вы, потому что есть мы, гагаузы, мы сильны, мы мужественные, и мы сделаем все возможное и невозможное для благополучия и процветания нашей родной Гагаузии. Спасибо. Божьей помощи вам. Все трудности. Да, и в итоге, понятно, что это путь тернистый, понятно, что это нелегко, это далеко нелегко, но нам не привыкать. Кто, если не мы? Кто, если не мы, гагаузы, которые будем создавать наше благополучие? Поэтому впереди большая работа. Мы должны объединяться. Вот есть такое выражение, неважно какого цвета кошка, главное, чтобы она мышей ловила. Мы не должны делить. Мы видим, какие трудности сейчас здесь, в Гагаузии. Мы видим заседание Народного собрания парламента Гагаузии, где наконец-то они показывают свое лицо, кто есть кто. Мы видим, что каждая семья в Гагаузской сталкивается с вот этими проблемами, с вот этими неурядицами и так далее. Единственное решение во всем этом — мы должны объединяться. Мы должны быть едины. Мы не должны конфликтовать. И полностью согласен с этой мудрой позицией нашего лидера Николая Харлампиевича в том, что мы должны находить общие языки и с центральной властью. Неважно, кто они. Сегодня одни, завтра другие и так далее. Мы есть патриоты, настоящие патриоты Гагаузии, которые судьба этой земли, этого народа, нашего народа гагаузского в наших руках. Мы должны объединяться, быть сильными, мужественными. И уже хватит не давать голоса каких-то там партий, которые приходят и уходят и так далее. Есть шанс в том, что Богом создан этот шанс и в лице партии нашей гагаузской, в том, что мы должны кардинально поменять ситуацию. И совместно
мы, команда, мы, жители Гагаузии, под руководством нашего председателя, мы это сделаем. Потому что мы, гагаузы, сильные, мужественные, трудолюбивые, патриотичные. Будущая жизнь в наших руках. И мы кардинально изменим все, что, как должно быть на самом деле. Спасибо вам, Николай Халампич, за то, что вы есть. Вы знаете, как-то раньше вот мы общаемся каждый день, да, вот друг с другом. И мы как-то вот, Николай Халампич, депутат Народного собрания, да, там лидер наш и так далее. Но сейчас уже Николай Халампич председатель нашей народной гагаузской партии. Это наконец-то есть, и это оно будет, этим мы гордимся, и победы будут за нами. Спасибо, вперед и только вперед. Николай, большое спасибо. У меня 13-го было день рождения. Я это все восприму как на день рождения поздравление. Это было много. Спасибо. Спасибо. Уважаемые друзья, ну, наверняка все понимают и знают, что очень большую роль, большую работу партии ложится на кого? На секретаря. Человек, который фактически занимается всей документацией, планами. Я скажу, что большое спасибо Николаю Петровичу Тельпсу, человек, который участвовал в образовании Гагаузской республики, Гагаузской автономии, всегда был в гагаузских делах. Он согласился идти с нами, согласился на эту ответственную должность быть секретарем Гагаузской народной партии, настоящий патриот. Николай Петрович, большое спасибо. Вам слово. Pahalı dostlar, geldi bizim de vakıdımız. 30 yıl geri bizi dünya sayıdan biz de halkız. Bizim de doğruluğumuz var elimizde. Hangisini 1994 yılda dekabrın 23'ünde parlament kabul etti o kanunu, o zakonu. Nasıl oldu bizimle bu 30 yılın içinde? Biz lazım kendi kendimize soralım. O zaman biz düşünerdik başka türlü. O zaman biz düşünerdik, isterdik. Hani olalım biz bu topraklarda işte çorbacı. Bizim yaşamımız olsun bizim insanın elinde. İnsan kendi yaşamasını kullansın, ince o istiyor. Biz lazım gençleri hazırlayalım bu 30 yılın içinde. Gençler bu büyük yola götürsün bizim halkımızı. Yaşamayı lazım şimdiye kadar 30 yılın içinde çok gözetme, düzme, onu kaybetme, zenginletme yapamadık. Niçin yapamadık? Niçin de kaybettik birliğimizi, kaybettik aramızda anlaşmamızı. Bizim elimizden terbiyeleri aldılar, önce büyün söylendi, Moldova partiyaları. Biz onları kendimiz onların eline verdik. Biz kendimiz onlara çalışıyoruz. Biz onların işlerini kullanıyoruz. Biz onların işlerini ilerlediyoruz. Ne anda bizim yaşamımız kaldı? Ne anda bizim kendi istememiz kaldı? Перейду на русский язык, извините. Поверьте, я вам хочу с вами поделиться. Вспоминайте далекие 80-е, 90-е годы. Как приятно было, что наш народ был един, он был сплочен. Мы выезжали во все населенные пункты, встречались с людьми на больших сходах граждан, общесельских. Большие митинги проводились. Всем говорили, что настало время, что мы самоопределились. Мы заявили на весь мир, что мы народ, что мы должны иметь свой статус, мы должны распоряжаться своей судьбой. Мир признал. Когда мы провозгласили свою Гагаузскую республику 19 августа 90 года, весь мир о нас говорил, что малочисленный гагаузский народ самоопределился. Он хочет иметь свою родину, он хочет иметь свою государственность. 5 лет шли переговорные процессы. Я как первый заместитель председателя Верховного Совета Гагаузской Республики и заместитель председателя парламентской комиссии по разработке проекта закона об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии, через мои руки тоже это проходило. Я вспоминаю, как мы работали плотно со всеми уровнями. Начиная от президента Мирча Снегура, председатель парламента Петр Лучинский, парламента со всеми фракциями, со всеми комиссиями. Покойный сейчас председатель парламентской комиссии Мунгурян Иван Михайлович, прекрасный человек был, с ним мы вместе работали. Проект готовый. Шли для его согласования во всех международных организациях. Это в мои полномочия входило тогда.
Все нас понимали, и Организация Объединенных Наций, и Совет Европы, и ОБСЕ, есть такая Венецианская комиссия в Совете Европы. Мы со всеми находили понимание. Все нас поддерживали. Пришел день, когда закон принят об особом правовом статусе. Казалось бы, вся власть в руках нашего народа. Мир признал, мы должны только действовать, работать коллегиально, сплоченно и идти по своей дороге вперед. С первых дней с наших рук наши полномочия забрали политические партии Республики Молдова. Я вспоминаю 2001 год. Владимир Воронин клялся в Народном собрании: если вы нас поддержите, давайте подпишем соглашение. Оно у меня в папке есть. Я его сохраняю постоянно. 10 пунктов. Если вы поддерживаете партию коммунистов обязуется по пунктам буквально все. Закон об особом правовом статусе станет конституционный. Гагаузия будет интегрирована во все ветви власти. Будет закон о разделении делегированных полномочий между властями Республики Молдова и Гагаузии и так далее. Ни один пункт не был выполнен. 8 лет были у власти. У них 71 депутат было. Это конституционное большинство. Это еще раз показывает, что они о нас не думали. Они нас использовали. За ними пошли другие. Партия социалистов и так далее, и так далее, и так далее. При партии социалистов, будучи президентом Игорь Додон, его правительство провели реформы. Вместо того, чтобы образовать еще один центр в Молдове, все наши полномочия были переданы в Кагул. Центр Юг. При нем, да. Это о чем говорит? Неужели мы до сих пор не осознали, не поняли? Пока не будем мы сплоченные, не будем объединенные, пока мы вместе не будем действовать вместе, как говорят, ничего не получится. Настало время, чтобы мы тоже стали полноценными, полноправными. Ведь в нашем законе об особом правовом статусе Гагаузии четко прописано. Статья 12, пункт 3. Гагаузия участвует в формировании внутренней и внешней политики Республики Молдова. Как? Если мы не интегрированы, где наши представители? Надо было с первых дней, чтобы Гагаузия была пропорционально интегрирована во все структуры, во все ветви власти. Начиная от президентского аппарата, парламент страны, то, что там 5 депутатов, но во всех структурах власти. Правительство, министерство, силовые структуры, в каждом посольстве, что там мы могли бы защищать свои интересы. Ведь в этом же законе четко прописано. Статья 25. Республика Молдова является гарантом полного, безусловного выполнения данного закона. Как? Где они? Где их обещания? Ведь это же прописано в законе. Наш закон регламентирует, а они не выполняют. И кто виноват? Снова мы виноваты. Потому что мы служим им. Ни себе, ни своему народу. Поверьте, вот когда Николай Харламович, я с ним уже, он 20 лет политики, но я с ним знаком уже лет 25. Я стал рядом с этим человеком 25 лет тому назад. Я его никогда не предавал. Да. Я всегда его поддерживал, его начинания. Потому что я в этом человеке еще тогда видел настоящего патриота, как спортсмена-боец, душа человеческая, он для народа, он с народом, он себя не жалеет. И вот всегда, когда сейчас надо было создавать эту партию, я уже не говорил, и не Гагаузия у нас была, мы с вами тоже вместе работали, потом 9 лет создавали тоже. Но когда стал вопрос о создании своей партии, и вот его лицо, я сказал: Николай Харламович, вам Бог велел. Вы должны, как настоящий лидер, как истинный патриот, возглавить это движение о создании Гагаузской народной партии. Вот его лицо. Поэтому я рядом с ним. Создав эту партию, я вам искренне заявляю, я уже со многими международными организациями созванивался, говорил, потому что я с ним сотрудничал более 30 лет, 35 лет. Они тоже приветствуют. Наконец-то вы, гагаузы, осознали,
что без вашей политической партии вы никогда не будете активными участниками политической государственной деятельности Республики Молдова. Вот теперь нам это открывает широкие просторы. Но стоит вопрос. И я к вам обращаюсь, и кто нас будет слушать и смотреть. Теперь каждый гагауз покажет себя. Гагауз ли он? Да. Я не хочу сейчас кого-то буквально критиковать, обвинять, но давайте вспомним с первых созывов. Башканов, Народное собрание, Башканов, Народное собрание, Башканов, Народное собрание, исполком и так далее. Теперь мы посмотрим, почему они за 30 лет не использовали свое право, свои возможности создать свою партию. Видимо, их устраивало взаимоотношения с центром по их меркам. Но сегодня, я еще раз повторяю, каждый из нас покажет, он истинный патриот, а сегодня бьют по груди. Патриот, я тоже патриот, я тоже патриот. Сейчас дела покажут, кто есть кто. Поэтому я обращаюсь к народу нашему через экран. Поверьте, настал тот час, настал тот момент. Это наш, я извиняюсь, если не последний, но это еще один шанс объединить наш народ, сплотить наш народ. И в рамках нашего закона об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии и интегрироваться во все властные структуры республики, добиваться, чтобы мы были полноправными, полноценными, активным участием во всех процессах. Я верю, Николай Харламович, вы это добьетесь, вы это сделаете, вы поведете наш народ. Я извиняюсь. Ну, Коль, ему недавно исполнилось 25 лет. Да, он молодой, он энергичный. Поверьте. Да. Николай Харламович, sana sağlık, uzun ömür, kahvele, halkı topla, ileri gidelim. Уважаемые друзья, мы наверняка последние годы очень часто слышим слово «патриот». У нас все патриоты. 18 лет патриот, 30 лет патриот, 70 лет патриот. Кто участвовал в создании Гагаузской республики, получает медали. Кто только родился, ему в 16-17 лет, тоже получает медали, все остальное. Для меня скажу, что патриот, да, вот для меня, честно скажу, вот патриот Иван Федорович Крыльчик. Вот настоящий патриот. Честный, порядочный. Никогда в жизни не будет участвовать в никаких криминальных, никаких коррупционных схемах. И скажу, хочу отдать должное, что именно вот такой человек, именно он, который и толкнул, и меня, и нашу организацию идти по пути открытой партии. Много было разочарований. Вы знаете, все было. И предательство, все было. Ваня мне всегда говорил: Николай Арнамович, еще не все сделано. Вперед! Вперед, идем, открываем партию, все получится, не сдаемся. Это самое для главного Гагаузии. Поэтому очень много слов сегодня обо мне. Я хочу, чтобы быть честным, сказать, что мы вместе участвовали от начала до конца. Поэтому вам большое спасибо. Уважаемые друзья, конечно, очень большое внимание в дальнейшем нашей команде будет обращено для молодежи. Оно и правильно. Но я вам скажу, что без опыта, без старшего поколения ничего не получится. Нам нужны специалисты, те люди, которые прошли баррикады, прошли много политических боев, чтобы они передавали опыт, чтобы они учили. И я скажу, что такие люди у нас есть. Я хочу предоставить слово Горошко Людмиле Павловне, которая была первым секретарем Компартии Чедерунского района, прошла очень много выборов, работала с многими руководителями страны, которые сегодня снова в строю, и согласилась возглавить нашу организацию по Чедерунге. И мы уверены, что Людмила Павловна еще много передаст своего опыта для будущего поколения, для нашей молодежи. Пожалуйста, Добрый день, уважаемые участники Национального совета. Вы знаете, особо волнительно сегодня говорить это, потому что около 50 лет, как я живу на этой благодатной земле. Гагаузия – это край плодородия, край огромного трудолюбия, край огромных национальных традиций. Более 50 лет я работала учителем русского языка и литературы. И именно мои дети по национальности гагаузы занимали первые места по русскому языку, находясь в Воронеже, в Питере, в Москве, в Минске. Мы привозили первые места в Молдову. И являясь
лауреатом Пушской премии стран СНГ и Балтии, обладателем медали Мапрял среди 14 стран мира, благодаря гагаузским детям. Благодаря детям, которые сегодня представляют Гагаузию, являясь научными сотрудниками МГУ, это Московского государственного университета. Это наши с вами дети. Дети, которые родились на этой благодатной земле. И я считаю себя поистине гагаузской, хотя украинка по национальности, потому что я здесь родила своих детей, внуков, построила дом, прошла Чамурлам Пачи Манчу, как каждая гагаузская женщина. Еще в 18 веке Александр Сергеевич Пушкин, проезжая по бессарабским степям, писал: «В степях зеленых Буджака, где пруд заветная река, стоят безвестные селения». Это он писал о наших с вами селениях, о гагаузских селениях. И мы об этом четко говорили везде, находясь в России с нашими гагаузскими ребятами. Поэтому сегодня, когда речь заходит о языке, народ жив пока жив его язык. Поэтому ни в коем случае никто не умаляет знание гагаузского родного языка. Олджик Биращи гагаузща. И не только Варшараб Пекисля. Поэтому, обращаясь ко всем, я хотела бы присоединиться ко всему тому, что было здесь сказано. Но навсегда в моем сердце, сколько я буду жить, сколько будет биться мое сердце, я буду предана этому народу, я буду предана этой земле. И я благодарна Богу, что мы когда-то встретились с Николаем Харлампичем. Так случилось, что нас свела судьба. И я сколько смогу, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Пользуясь случаем, мой зять старший является президентом Паралимпийского комитета Республики Молдова. Дзюдоист, наверное, слышали, Олег Крецул. Он просил меня, сейчас находится в Италии. Олимпийский чемпион. Чемпион мира 4 раза. Он просил меня передать наилучшие поздравления с днем рождения и сказать, что паралимпийцы, Паралимпийский комитет Республики Молдова всегда будет нас поддерживать. Спасибо большое. Я Олеге сказали, когда-то мы в молодости вместе тренировались в вольной борьбе, вон ЦДО были, как говорится, команда сборной республики, и туда, он попал в серьезную аварию, зрение потерял. Но человек не сдался. Человек по сегодняшний день занимается спортом, дзюдо. Он уже 2 раза выигрывал Олимпийские игры, 1 раз борец за Российскую Федерацию. Сейчас стал бронзовым призером, бронзовым призером Олимпийских, выиграл много чемпионатов мира. И передайте ему большой привет, потому что он является подражанием для всей нашей молодежи. Человек очень большой воли, поэтому мы очень рады, что такие люди нас поддерживают и всегда рядом. Спасибо. Уважаемые друзья, я уже сказал, что Иван Кизли, наш руководитель молодежной организации, сейчас на выезде, но есть и секретарь нашей молодежной организации сегодня вместе с нами, это Ольга Метиоглу. Мы предоставим Ольге слово. И хочу также сказать, чтобы, в принципе, чтобы вы запомнили, потому что Ольга будет секретарем в нашем офисе. Естественно, что по всем вопросам, по многим вопросам вы будете приходить, звонить. И естественно, что работать с Олей. Пожалуйста. Всем добрый день. Хочу сказать, что думаю, что у Гагаузской народной партии есть большое будущее. И желаю нам, Николай Харлампич, только удачи и успеха. Спасибо. 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 Уважаемые друзья, я еще раз повторюсь. Мы только зарегистрировали нашу партию. И я хочу, чтобы с первого дня наша партия была чистая партия, честная партия. Мы, конечно, политическая борьба, это большая борьба. И естественно, что в белых перчатках власть не забирают. Поверьте мне, что я прошел тоже длинную дорогу и в спорте, и в политике. Но очень хочу, чтобы мы была команда, которая меньше сегодня на кого-то говорим некрасивые слова. Это нас не будет красить, поверьте мне. Вот здесь прозвучали слова, что мы сделаем все возможное, чтобы они оставили наш регион. И я вам скажу, что что мы должны сделать, чтобы они оставили наш регион. Вот будущие парламентские выборы, поверьте мне, сегодня основные партии, которые здесь, они имеют сегодня ресурс, огромные финансовые возможности, они тратят огромные деньги, чтобы забрать с Гагаузии по 80, 90, то и 97-99% голосов. И они не жалеют этих денег.
Но сейчас, когда появилась Гагаузская партия, а я скажу, мы сразу ринемся в бой, я уверен, что мы получим поддержку в народе. И эти партии получат не 90%, а 20, 25, 30. Поверьте, что они больше не будут тратить такие деньги. Потому что они хотят купить нас, а купив нас, потом использовать. И они конкретно нас используют уже много лет. Поэтому освобождение Гагаузии от других республиканских партий, не отдавать свои голоса. Вплоть до того бойкотировать выборы, но не отдавать чужим свои голоса. Только идти за свою партию, и мы будем встречаться говорить. Значит, по первому вопросу, по приветствию, значит, округляемся, да? Да. Идем дальше. Уважаемые друзья, у нас есть еще несколько вопросов. Следующий вопрос тоже очень важный. Открытие организации. Газеты. Партийной газеты. Открытие партийной газеты. Я, в принципе, мы об этом думали, о названии. Я вам скажу, что специально даже я не буду сегодня называть те даже некоторые моменты, которые мы предлагаем, для того, чтобы дать возможность. У нас две недели мы сейчас будем формировать пакет документов. Если у кого-то будет желание участвовать в этом вопросе, предлагайте новые названия, пожалуйста, включайтесь в работу. В течение 2 недель мы подготовим пакет документов и откроем газету. Газету Народной Гагаузской партии. Все согласны с этим? Да, конечно. Я думаю, что это очень важный момент, потому что газета должна выходить каждую неделю, ну, вначале хотя бы 2 раза в месяц. Хотя мы предполагаем, что она должна выходить каждую неделю, чтобы давать информацию для наших людей. Поэтому в каждом населенном пункте мы будем работать. Уже прошу вас, потому что естественно, что газету мы будем просить, что, ну, у кого есть возможность, чтобы его выписали, да, мы будем их выписывать и в школы, и Дома культуры, и многим людям, которые социально более уязвимы. Но большая часть мы попросим, что эту газету сами выписали. Конечно, будет часть газеты, которая будет раздаваться и бесплатно. Но для этого, у нас в уставе, в принципе, это есть, и я хочу об этом сегодня сказать, потому что есть много партий, очень богатых партий, которые говорят, что нам денег не надо, они наоборот сами всем платят. Да нет. Мы создали Гагаузскую народную партию, которая является нашей частичкой. Не только Дудоглу, Кольчака или Горошка или Терписа, а частичка каждого из нас. Это как маленький ребенок. У нас сегодня есть маленький ребенок, которого мы должны одеть, накормить и вырастить. И потом она нас будет защищать. Поэтому естественно, что в нашей партии будут членские взносы. Членские взносы небольшие. Для простых, для всех людей 10 лей. Я думаю, что 10 лей это не заберет весь бюджет кого-то, да. Конечно, мы будем искать спонсоров и среди предпринимателей, донации, которые будут. Конечно, естественно, что будем искать и другие варианты для того, чтобы финансировать партии. Но первоначально для того, чтобы открыть партию, для того, чтобы содержать штаб, у нас будет членский взнос 10 лей в месяц каждого человека. Поддерживаем это? Да. Я хочу поставить на голосование вопрос, первое открытие газеты, и сразу же в этом вопросе, чтобы Национальный совет поддержал, чтобы у нас был 10 лей на членский взнос для всех членов партии. Поддержим? Кто за? Спасибо. Спасибо. Знаете, я разговаривал уже с многими лидерами партии, потому что многие звонят. Многие журналисты звонят. Вот в следующую среду у нас пригласили на телевидение в Кишинев Анатолий Голя. Наверняка, видите ее передачу очень интересная. И вот многие они вопросы задают, что вы, да, действительно, в принципе, в республике воспринялось это как шок. Гагаузская народная партия. Да, с Гагаузии рождались партии, но они в дальнейшем продавались, передавались, но именно с гагаузским названием еще не было никакой партии, да? Гагаузская народная партия. И у всех, а как вы сможете финансировать? Кто за вами есть? Какая-то партия за вами есть? Какие-то олигархи за вами есть? Я хочу вам сказать честно, в присутствии своих коллег, которым мы каждый день об этом говорим, поэтому мы говорим сегодня о членском взносе. Нету за нами никого. Не верьте, если кто-то говорит, что мы там чуть не спас, чуть не сам. Наши оппоненты, чтобы сегодня нас очернить, это кто? Это те, которые сегодня есть. Да, это и шоровцы, и социалисты, и другие. Они сегодня, чтобы нас очернить, будут говорить, а вот их зарегистрировали. Нас зарегистрировали, потому что не могли не зарегистрировать.
мы правильно подготовили, правильно пришли к вопросу. Не поддерживаем мы сегодняшнюю власть. Ни в коем случае. Нету за нами и других партий. Нету за нами никаких богатых олигархов, я не знаю, как сегодня модно их называть. Никого. За нами только гагаузский народ. Поэтому мы будем с вами, значит, общаться, проводить национальные съезды, национальные советы, съезды, и будем совместно решать. Поверьте мне, что за короткое время нас поддержит и бизнес Гагаузии. Потому что я скажу, что мы поставили перед собой цель прийти к власти Гагаузии. И не ждать 4 года. У нас осенью выборы, парламентские выборы, но буквально через пару месяцев выборы в Народное собрание. Власть Гагаузии, кто власть Гагаузии? Это Народное собрание. А фактически в этом году судьба Гагаузии будет решаться. Поэтому очень мало времени. Поэтому вместе двигаемся, идем и всем объясняем. Я прошу вас поддержать нас и в интернете, да, Facebook, Одноклассники. Но снова же, очень прошу, кто не может, что есть некоторые, что не выдержал, все равно какую-то грязь написал, оскорбление написал, лучше не пишите. Но если кто-то пользуется Фейсбуком, конечно, лайкнуть, где-то доброе слово сказать, поддержать, перепостить, это очень важно, что люди смотрят, они определяют авторитет команды, да, усиление команды. Но я прошу вас, без грязи, обращаюсь ко всем. Еще раз напоминаю наш девиз. Не против кого-то. Поверьте мне, что если мы пойдем по такому пути, да, вот полгода есть, наши многие ответственные, грамотные гагаузцы, которые входят в другие политические партии, они вот здесь правильно кто сказал, они не уйдут оттуда. Не уйдут первые полгода до парламентских выборов. Но на парламентских выборах, когда они проиграют, поверьте мне, что следующий шаг, они придут к нам. И мы должны быть готовы принять их, потому что эта партия создана для всех жителей Гагаузии. Я поэтому и вначале сказал, что мы готовы всех лидеров пригласить в Гагаузию. Да, мы когда договорились о открытии Гагаузской партии, вначале шли много, потом часть отвернулись, и мы приняли решение, нет, мы пойдем до конца, но при этом дверь оставим открытым, что для того, чтобы все вошли. Поэтому будущая Гагаузская партия, мы приглашаем всех наших политических лидеров и каждого нашего жителя. Поэтому меньше грязи, ребят. Гагаузию как можно выиграть? Расколоть. Я был в парламенте Республики Молдова. Я общался с, многими лидерами страны, теми людьми, которые решали судьбу Молдовы. И скажу, что они всегда боялись только одного. Они всегда боялись единства Гагаузии. Если Гагаузия едины, мы не победим. Но расколов нас по частям, конечно, нами управляет уже 30 лет. Поэтому будущее, конечно, в единстве. Значит, по второму вопросу мы приняли решение открытия нашей газеты. В течение 2 недель, если у кого-то будут предложения, я еще раз озвучу свой телефон, если у кого-то нет, по-моему, у всех есть, 063078. Звоните в любое время. Кто хочет участвовать в работе нашей газеты, кто-то может из журналистов, кто-то, неважно, любой человек может участвовать, поэтому ждем ваших предложений. Но оргкомитет, руководство партии этим вопросом, знаете, что мы начинаемся. Я думаю, что в течение 2 недель мы все-таки откроем газету. Раз смогли открыть партию, то и газету откроем. Так, следующий план действий. Уважаемые друзья, план действий мы его вам не раздаем, потому что еще будем уточнять, но я своими словами расскажу, какой это план. Значит, мы сегодня принимаем план действий, не программу, у нас программа есть. Значит, устав, программу мы будем озвучивать, скорее всего, что на телевидении или в каком-то клубе, презентацию сделаем, это будет отдельно. А план действий на 3 месяца. Что я имею в виду? 1 квартал. Вот мы ставим перед собой задачу за 1 квартал практически во всех населенных пунктах открыть наши первичные организации. У нас есть первичная организация Народно-патриотического союза Девлей. Естественно, что мы попросим членов нашей организации влиться в нашу партию, значит, Гагаузскую народную партию. Мы попросим тех людей, которые раньше были в Новой Гагаузии, те, которые раньше нас поддерживали. Это бывшие примары, депутаты и другие, которых мы сами отпустили, чтобы они вошли в какие-то другие политические партии. Мы были общественной организацией. Я с трибуны сегодня, как говорится, тоже имею возможность обратиться к всем нашим жителям, кто нас поддерживал в разное время.
Пожалуйста, возвращайтесь домой. Мы сегодня не просто общественная организация, мы политическая партия, которая намерены в дальнейшем идти и решать судьбу Гагаузии, но и участвовать в жизни и Республики Молдова. Поэтому очень важно сегодня объединять всех. Поставлена цель, которая, значит, естественно, что открытие 35 первичных организаций. Почему 35? У нас, в принципе, участков больше, но мы сразу же после парламентских выборов будем готовиться на выборы Народного собрания Гагаузии. Да? У нас 35 округов в Гагаузии, 35 депутатов Народного собрания. Во всех населенных пунктах уже вы начинаете искать представителей тех ребят, тех грамотных людей, не только молодых, но и подготовленных, которые мы могли бы поддержать, чтобы они баллотировались в Народное собрание Гагаузии. Поэтому за 3 месяца мы ставим перед собой задачу по субботам и воскресеньям выезжать в населенные пункты. Первую субботу и воскресенье Камрадский район, вторую Чедерлунскую, третью Вулканешский. И вот за 3 месяца побывать 2 раза во всех населенных пунктах. Ну, в дальнейшем, естественно, что работать и по телефону с нашими руководителями, для того, чтобы сформировать команды. Сформировать команды тех людей, которые в дальнейшем начнут подготовку к выборам. Потому что у нас впереди и парламентские выборы, и Народное собрание. Я сказал про Народное собрание, потому что я считаю, что для нас это очень важно. И цель, которая поставлена, мы будем идти, что осенью власть Гагаузии должна забрать именно наша команда. Поверьте мне, что это реально. Вот вчера в Народном собрании, кто смотрел сессию, уже произошел раскол в шоровской команде. Если раньше председатель Народного собрания и Башкан Гагаузии были слитны, не могли даже понять, кто из них старше, кто младше, что они все время за ручку ходили, то вчера прозвучали новые, довольно-таки очень такие резкие высказывания многих представителей или друзей Константинова, что исполком отправит в отставку, Башкану сделать импичмент. То есть они между собой уже разругались. Или же председатель поставил перед собой Шором решать какой-то коммерческий вопрос. Что вы знаете, что там только торги, только финансы. Но пускай делают, что хотят. Но ясно, что в Гагаузии это долго продолжаться не может. Поэтому мы, команда, которая, народно-патриотическая команда, которая сегодня открыли партию, Гагаузскую партию, предлагаем, что объединить всех и в эти кандидаты депутаты выбрать достойных, сильных и забрать власть Гагаузии в конце этого года. И следующий председатель Народного собрания был с нашей командой. Поверьте мне, что даже малыми силами, если взять историю Гагаузии, у нас очень частенько было даже проигрывать башканские выборы, председатели Народного собрания были с нашей командой. У нас с нашей команды была Харламика председателем Народного собрания. С нашей командой это была моя самая большая ошибка, которой себя простить не могу, но нужно его признавать. Константинова председателем Народного собрания господина Меделяна сделали мы, в том числе и я. Поэтому я признаю свою ошибку. И Владимир Кыса с Буджака тоже был председатель, тоже с поддержкой нашей команды. Ну что же, нужно признавать свои ошибки, делать выводы и идти дальше. И больше советоваться, как говорится, с командой, для того, чтобы не делать ошибки. Потому что было много людей, я скажу, которые плевались, когда я поддержал Константинова. Но я уверял, что это будет лучше для Гагаузии. Но оказалось, ошибся. Ну что делать? Дальше идем. Поэтому к осени будем работать для того, чтобы подготовиться Народное собрание. 3 месяца мы работаем. После 3 месяцев у нас будет сначала национальный совет, а потом мы проведем съезд. Полноценный съезд. Проведем его, я думаю, что или в Кирсове, или в Кангазе, где большой зал. Что 800 тысяч человек мы пригласим. Команда уже расширяется. Я думаю, что за 3 месяца мы ее очень увеличим. И естественно, что мы выберем делегатов для того, чтобы собраться и решать вопросы. Потому что на съезде будет уже поставлен вопрос через 3 месяца иметь представителей, которые по списку мы будем предлагать, идя на парламентские выборы. Это 101 человек. Потому что если это наш съезд пойдет 14 июня, что 3 месяца, буквально
через пару месяцев у нас начнутся уже парламентские выборы. Поэтому, естественно, что мы должны быть готовы. Ну, а дальше, естественно, что выбор Народного собрания. Поэтому я прошу населенные пункты, которые сегодня здесь, те, которые не смогли приехать, мы сами поедем. Значит, наш генеральный секретарь их сегодня снова еще раз перезвонит. Они нас сегодня, кто не смог приехать, слушают, потому что мы в прямом эфире. Еще раз говорю, мы ничего не скрываем, мы делаем открыто, призываем всех объединиться вместе, избирать наших кандидатов, которые пойдут по спискам на парламентские выборы, наши кандидаты, которые пойдут с нашей партии на выборы в Народное собрание. И недалек тот день, что время летит уже второй год, потом и местные выборы советники, и примары. Поэтому каждый уже в населенном пункте должен понимать, предлагать и подтягивать тех людей, которые могли бы участвовать на выборах, могли бы принести пользу для своего региона, для своего населенного пункта. Поэтому такая полномасштабная большая работа начинается. Вот 3 месяца мы эту работу вместе с вами будем выполнять. Очень важно, первые выборы парламентские. Остановлюсь немножко на этом. Знаете, скептики говорят, ну, гагаузы все-таки смогли, что они говорят, смогли партию зарегистрировать, это, в принципе, большой успех. Но на парламентских выборах они будут жиденькие, они не смогут набрать большой процент, и тем самым где-то потеряют тот ресурс, который при начале вот мы идет поддержка, а если мы проигрываем, люди как бы в дальнейшем расстраиваются, теряют веру или уходят. Я вам скажу, что первые наши выборы парламентские, мы ставим, конечно, задачу. Палка, говорят, раз тысячу стреляет. Но мы можем стать сюрпризом для всего мира. Но даже если это не получится, если мы даже наберем 1, 2%, 3%, до 5% найдем, поверьте нам, что мы не будем ни с кем объединяться. Мы не будем сливаться. Потому что сейчас же некоторые блоки нам предложат, что мы вам даем 2 депутата в парламент, 1 министра, не знаю кого, давайте сливайтесь с нами, идемте вместе, и потом получите. Сделав такие вещи, мы убьем свою партию. Поэтому я думаю, голосовать не надо, но все поддерживают, что мы должны идти смело на свои выборы. То, что получится, то получится. Наберем процент, который наберем, но это первые наши выборы. Следующие выборы Народного собрания. Первый формируется команда на первые выборы. Через пару месяцев сильнее выступим на выборах Народного собрания. Поэтому, если у нас это не получится, я прошу вас верить, что это получится со временем. Может быть, сразу. Но остановлюсь, как спортсмен, я воспитывал долгое время своих воспитанников, и многие добились очень больших высот спортивных, стали призером мира и Европы, участники олимпийских. И частенько, когда я видел, что у них паника, когда у них глаза тусклые, когда перед встречей я вижу, что они мандраж красный горит, я всегда 10-15 минут уделял для психологической подготовки. Не физической, не технической, а именно психологической подготовки. Я их подготавливал правильно, для того, чтобы они уходили от мысли, что сейчас нужно переживать, выигрывать, чтобы они выходили и просто делали то, что они могут. Не надо дополнить то, что они обучались, то, что тренировались, то, что 1000 раз мы делали, просто выйти и сделать. И сделать так они могут. Выиграть, не выиграть, неважно. Сделать свою работу на 100%. Поэтому сейчас мы перед собой ставим цель, чтобы каждый сделал свою работу на 100%, что после выборов кто-то не сказал, что а вот я мог позвонить, мог встретиться, а поленился или не сделал. Мы ставим перед собой задачу с 1 апреля. 1 апреля будет открыт наш офис. Он будет на улице Ленина, 315, где был наш старый офис во дворе, чтобы было больше места. Значит, с 1 апреля мы начнем принимать людей в нашу партию. Естественно, что будем периодически вручать наши партийные билеты. И мы себе заведем 2 тетради, очень большие, толстые тетради, которые будем дополнять. Первое, это которые люди вступают в партию. Не вступили в партию. Вторая тетрадь – группа поддержки. Да. Потому что есть у нас люди, которые не вступят в партию. Я вам скажу, что сегодня есть очень много наших руководителей уже разных подразделений, которые уже звонили, нас поддерживают, но сегодня даже некоторые обещали, но все равно, я смотрю, не пришли. Боятся за свою работу. Боятся, что с работы могут выгнать, могут сделать и выговор, и все остальное. Но они зря этого делают. Я вам скажу, что это пускай боятся представители других партий. Уверяю вас, что сегодня Гагаузская народная партия сможет защитить каждого своего члена партии. Уверяю вас, что к нам отношение чуть по-другому.
когда мы делегировали, чтобы за нас решали вопросы другим партиям, и Кишинев воспринимает, что за Гагаузова пришел, решает Дадон, ну, не важно, социалисты или шоровцы, и они еще больше не любят Гагаузов, еще больше не доверяют Гагаузу, никогда не решают. А когда мы начинаем решать свои вопросы, касающиеся наших жителей, мы сможем войти в любое министерство, в любое управление, в любую дверь постучаться, зайти, и не один раз, вот 10 раз, 20 раз. И уверяю вас, буквально осенью мы заберем власть в Гагаузии, и кадровые вопросы мы возьмем на себя. Я не говорю, что мы будем выбирать. Да, пускай будут конкурсы. Но не так, чтобы назначались с Кишинева или с других мест, что дали человека, он будет руководителем. Он вообще не знает, где находится, но он будет руководителем. Нет, мы приведем порядок действий. Поверьте, что именно наша партия это получится. Никому другому это невозможно будет сделать, потому что политическая борьба между партиями, нету доверия. Гагаузия имеет такое большое доверие, но как гагаузская автономия образовалась? Это мы доказали, что мы сильные, с нами нужно считаться. Да, мы пошли на компромисс, отдали свою республику, получили автономию, но получив автономию, это проголосовал весь парламент. Страна нам доверила, а в дальнейшем, передавая свою власть какой-то партии, чтобы они решали наши вопросы, мы потеряли доверие. Нам больше не доверяют. Все считают, что нас могут использовать в первых рядах, что мы пошли громить президентуру, министерство и все остальное. Нет, мы будем участвовать на протестах, которые будут касаться лично нашей Гагаузии. Вот пускай попробуют они нам не передавать те же кадровые вопросы, пускай они попробуют наши налоги нам передавать, или гранты, или инвестиции, вот тогда мы поднимем всю Гагаузию. Да, тогда мы будем делать и митинги, и протесты, но приглашать и руководителей. Не так, как сегодня некоторые наши руководители. Ой, какие они смелые. Соберутся 10 человек в кабинете и кричат, и матом, мы им сделаем, а вторую сторону даже не приглашать, чтобы они их услышали. Через 10 минут забыли и пошли. А с кем говорили? Сами собой. Нет, если придет время протестов, мы соберем весь народ и выйдем и скажем. Но уверяю вас, что именно вот этот путь, который мы сегодня избрали, путь чистый, никто на кого не клевещет. Я еще раз говорю, что за нами никого нету, мы никого не поддерживаем. Но если сегодня есть у нас Башкан, есть народ собрание, есть председатель парламента, премьер-министр, есть президент страны, неважно к кому мы как относимся, нам нужно решать наши вопросы. Идет конкурс на главврача, идет конкурс на руководителя почты, на другие службы. Мы не участвуем, кто-то за нас решается. Почему? Мы должны участвовать. Но если мы будем просить кого-то идти, поверьте мне, что еще хуже будет. Поэтому мы должны решать вопросы. Смело вмешиваться, идти и защищать каждого человека. Поэтому я специально, может быть, чуть-чуть больше раскрываю на эту тему, чтобы наши многие руководители, которые являются нашими сторонниками, которые десятки лет были вместе с нами, не бойтесь, придите домой. Поверьте, что мы каждого человека сможем защищать. Будем выезжать, будем встречаться, будем говорить. И поверьте, что мы не дадим возможности, чтобы по политическим моментам обижали наших людей. Наоборот, наша партия откроет путь для всей нашей молодежи. И путь для очень много молодежи, которая в дальнейшем сможет работать и в правительстве страны. Из-за того, что мы идем с какой-то партией, мы полностью потеряли доверие. И что интересно, что те партии, которые идут говорить за нас, они тут же говорят, а гагаузы там восстанут, они отделятся от Молдовы, не знают, что делать. Что вы за нас решаете? Идите решите свои вопросы. Они за нас говорят. Мы сами решим свои вопросы. Путь Гагаузии не сепаратизм, не национализм. Живя в одном государстве, вся власть Гагаузии должна принадлежать вам, гагаузскому народу. Мы должны решать все, что есть в Гагаузии. Согласны? Да. Значит, первое. Мы уже начинаем работать по формированию списков, которые будем выбирать в парламент. 101 человек. Это естественно, что будут представители со всех населенных пунктов. Это будут те представители, которые в наших диаспорах. Община с Кишинева, диаспора, Москва, Тирасполь, Европа. Но я еще раз повторюсь, что мы приглашаем и других лидеров Гагаузии, которые сегодня что-то молчат, что-то они ждут. Давайте сюда. Мы не говорим, что мы одеяло на себя возьмем, мы себе первым напишем, а вы там за. Да нет, мы готовы первые места вам дать. Давайте вперед. Мы сегодня создали партию не для того, чтобы идти где-то занимать какое-то кресло. Мы должны работать с населением. Второе.
Народное собрание. Уважаемые друзья, уже время пришло. Если будем ждать осень, опоздаем. Поэтому формируем команды вот тех людей, которые будут баллотироваться в народное собрание. Мы к вам будем приезжать, подсказывайте вы. Где-то мы сами тоже будем предлагать. Но советоваться только с нашими ячейками, которые есть, чтобы вы лучше знаете людей, чтобы не было ошибки, как мы сделали с тем же Константиновым. Поэтому будем советоваться, но не оставляем. И параллельно присматриваемся уже и к местным выборам. Потому что те люди, которые будут в команде, естественно, что по спискам партии они пройдут уже совет. Те люди уже вместе с командой мы будем предлагать и на примары населенных пунктов. Поэтому формируется команда, которая будет участвовать. Поверьте, что мы идем на парламентские выборы, нам нужно 70 тысяч голосов. 70 тысяч. В Гагаузии 126 тысяч избирателей. 126 тысяч избирателей. Но выходит на выборы в пределах до 70 тысяч. То есть многие не выходят. Но не выходят, потому что не было такого патриотизма. Вот мы сейчас должны зародить в каждом человеке, что родилась Гагаузская партия. Мы патриоты своей земли или нет? Но он все время говорит, нас обижают, нас забирают, у нас кто-то... Вот пришел момент, когда каждый должен выделить полчаса и пойти проголосовать. За кого? За свою партию. За себя, за свою семью, за своих детей. Гагаузская партия — это мы, это они, это в целом вся Гагаузия. Вот эти 70 тысяч человек, это Гагаузия, если сама выйдет проголосует, мы уже парламент. Дополнительно, я скажу, еще сотни тысяч гагаузов, которые находятся не в Гагаузии. Это десятки тысяч, которые находятся в самом Кишиневе, в котором мы будем работать через общину. В других районах ваши родственники, ваши друзья, сестры, братья, которые есть. Я скажу, что вот у меня дочка живет в Кишиневе, муж молдаванин, они занимаются спортивными танцами. Вот когда мы образовали нашу партию, звонил и дед, и сват мой, вся династия этих спортсменов, танцоров. Мы все будем за Гагаузскую партию. Наш клуб уже за всех будем агитировать. Кто не будет заниматься спортивными танцами, не будет ходить на тренировку. То есть любят, многие люди любят Гагаузию, которые приходят к нам в гости. У нас смешанные семьи. Что мы читаем только гагаузы. У нас смешано. У кого-то зять, как у меня в Молдаване, у кого-то невестка, у кого-то сват. Естественно, что мы должны с этим работать. Мы должны работать с теми, что ваши братья, родственники, которые живут в других районах, которые мы не знаем. Вот мы их всех возьмем, как говорится, под карандаш. Одна команда, которая входит в партию, вторая команда, те, которые просто нас поддержат. И мы их себе записываем. Придет день, когда мы им позвоним. Или позвоним вам, что вы позвонили им. Чтобы не перепутывали, что Гагаузская народная партия будет волк, эмблема. Очень легко будет его найти. Правильно? Такую же работу мы сделаем в России. Я не знаю, наверняка в ближайшее время мы выйдем, мы встретимся. Очень хорошо, мы встретимся с нашей диаспорой. Мы уже связывались с Федором Георгиевичем Драгоем, руководитель Гагаузской диаспоры в Москве. Кстати, он передал большой привет. Он полностью поддерживает нашу партию, готов, как говорится, собрать всю диаспору, чтобы мы выступили, сказали, сотрудничать. То есть мы уже нашли контакты, как работать с Россией. Потому что там не только Россия, но мы должны работать и с другими странами СНГ. Есть и Белоруссия, есть и Казахстан, есть и другие. Везде. Гагаузия есть везде. Только нужно их как-то находить, нужно записывать, и с ними нужно работать. Поэтому вот скажите мне, если вот такую работу начнем проводить, мы эти 70 тысяч можем найти? Можем. Вот кто-то кажется, это вообще даже не обсуждаемо. Вот я с одним депутатом парламента, он мне звонил, бывший мой коллега, и он говорит, обсуждали в парламенте открытие, и говорит, конечно, если Гагаузская партия сразу ворвется в парламент, это партия, которая, в принципе, поставит, скажет, не скажу грубо, заставить считаться всю титульную нацию с этой партией, потому что те даже 5%, если Гагаузская партия набирает, в парламенте 5-6 депутатов, посередине она решает судьбу страны. Что правые и левые ругаются, а вон там иногда один голос. Помните, как Воронин ушел? Один голос не хватил, один депутат. Поэтому она может сыграть очень большую роль. А мы ставим перед собой цель не воевать с кем-то, не ругаться с кем-то, а наоборот, получить инвестиции, гранты, открыть фабрики, открыть заводы, рабочие места, увеличить бюджет, чтобы Гагаузия была действительно самым хорошим регионом. У нас есть свой парламент, у нас есть уже исторические наши друзья, мы русскоговорящие, мы православные страны СНГ, Россия. Мы по крови
Молдове, Тюрки, да, Турция, которая всегда помогает. У нас больше возможностей развивать наш регион, если мы уйдем от того, что просто передавать власть, чтобы кто-то за нас решал. Поэтому вот такую программу я предлагаю. Значит, за 3 месяца проводим в каждом населенном пункте, открываем первичные наши организации. Работаем над тем, чтобы определять людей, которые мы включим в список на парламентские выборы. Работаем над тем, которые мы сможем включить на выборы в Народное собрание Гагаузии. И уже начинаем думать над примарами и советниками. Уже тоже начинаем об этом думать. За 3 месяца эту работу мы должны сделать. И предлагаю 14 июня провести съезд, полноценный съезд, с уже полностью подготовленным нашими партийными ячейками, определить квоту для каждого населенного пункта делегатов, кто приедет на съезд, и показать мощь в большом зале, 800 тысяч человек, что все реально увидели, что за нами есть поддержка. Принимаем такую программу? Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Большое спасибо. Уважаемые друзья, у нас сегодня короткая программа, хотя время быстро идет. Ну что же, я сегодня просил вас, да, ну кто, конечно, и при галстуке белой рубашке, это молодцы, но мы сегодня выбрали место, ну такое больше была возможность отпраздновать открытие нашей партии. Ну я скажу, что и у меня день рождения прошло, поэтому прошу вас, чтобы никто не расходился. Мы сейчас вас пригласим, чтобы действительно это дело отметить, чтобы оно осталось у нас в памяти. Она немножко и сближает людей. Люди из разных населенных пунктов, что тоже немножко пообщались, поговорили, где-то телефоны записали. И в дальнейшем начинаем работать. Я прошу из зала, кто-то хочет что-то предложить, выступить, пожалуйста. У кого-то есть какие-то предложения? Потому что знаете, что вот как мы начинаем, мы всегда будем давать возможность, чтобы высказывались люди. Потому что иногда идет такая политическая работа, что все молчат, все слушают, они говорят, а когда выходят на улицу, все говорят. На улице все говорят. Вот не дали возможность сказать, спросить, все остальное. Поэтому, если вопросы возникают, поверьте мне, что иногда можем быть, мы не правы, а вы правы. Поэтому подсказывайте, делайте замечания, будьте рядом, тогда у нас все получится. Критика, самокритика. Конечно, мы уже прошли длинную дорогу и скажу, что, к сожалению, я ошибались. Я вот когда уходил из Демпартии, я вам скажу, еще минуту займу, я когда уходил из Демпартии, честно говорю, как я попал в парламент? Только благодаря партии. Тогда не было одномандатной. Да, мне включили списком, я прошел парламент. Когда мы попали в парламент, значит, партия была центристского уклона, тогда были переговоры с Грызловым, то есть она была более провосточная, даже, чем прозападная. А за короткое время она изменилась, стала конкретно уже чуть не центристская, а более правая партия. Основные лозунги были уже объединение с Европой и все остальное. А в парламенте начали приниматься вещи, за которые я не мог голосовать. Вот, например, принимается убрать русские каналы. Русскоязычные каналы все. Как я мог голосовать? Я не голосую. Тут же голосуется что-то против Тирасполя. Я не голосую. Против России я не голосую. И вопрос стал, что а как член команды, который мы привели в парламент, он ни за что не голосует. И тогда я поступил честно и правильно. Я сказал, что, к сожалению, мы идеологически по-другому мыслим. Поэтому я ухожу с партии. Но я поступил честно, я ушел из парламента. Потому что в парламенте 2 человека всего за историю парламента, которые ушли с партии и ушли из парламента. А остальные уходили из партии, перепрыгивали в другие партии. Или становились независимыми, но сидели в теплых креслах. Поэтому в этом вопросе мне многие, хоть некоторые пытаются критиковать, но все должны знать, что я Гагаузии не предавал. Я принял решение, оставил, можно сказать, теплое место в парламенте, вернулся в Гагаузии. И был 2 депутата в наше время, которые не жили в Кишиневе. Вот тогда Ирина Влах была башканом Гагаузии, она жила в Кишиневе, приезжала в Камрат на работу. А я жил в Камрате, ехал в Кишинев на работу. И мы встречались частенько. И я вам скажу, что депутаты парламента могут ехать и утром, и вечером, потому что есть дни, которые не начинаются с утра. Но частенько я видел наше руководство, что едут на работу и в обед, а обратно едут тоже обед иногда. И они, когда видели мою машину, аж прятались. Но это так, лирика уже. Уважаемые друзья,
Национальный совет, если больше нету желающих выступить, ребят, вы здесь ничего не хотите добавить? Все? Завершаем. Тогда считаем, что национальный съезд сегодня прошел. Те вопросы, которые... Да, национальный совет прошел. Те вопросы, которые мы приняли, ту программу, которую приняли, с ней начинаем работать. Населенные пункты мы заранее, за 4-5 дней, будем, значит, не будем сейчас соглашать, будем звонить, что наша делегация едет к вам, значит, делаем встречи. Снова же, я прошу, чтобы никто в населенных пунктах не волновался. Не надо на большие залы, не надо 100-200 человек. 5 человек, 10 человек, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то дома, у кого-то в другом месте. Собрались, поговорили, ответили на все вопросы, пошли дальше. Только так нас поймут люди. Нам не надо большие залы, потому что в больших залах мы не можем достучаться. Поэтому почаще будем встречаться. Сейчас первые 3 месяца мы создали нашу организацию, а потом будем практиковать, что каждый день выезжать и делать встречи, может быть, даже с одним человеком. Да? Пришли, убедили, рассказали, и тогда у нас действительно будет большинство. Всем большое спасибо.